Статистика показывает, что большинство зарегистрированных фактов мошенничества связаны с интернетом. Рост числа таких преступлений наблюдается не только в СКО, но и по всей стране. Будьте бдительны. Основное количество таких преступлений связано с размещением объявлений о продаже или покупке товаров или оказании услуг на такой интернет-площадке. Вы решили приобрести товар в интернет-магазине по привлекательной цене, но магазин просит перечислить предоплату. Или другой вариант. Вы находите товар по заниженной цене, например, на OLX или Инстаграме, но продавец просит внести задаток, поскольку большой спрос на товар и много желающих перекупить его. Изучите условия предоплаты, свяжитесь видеозвонком с продавцом, посмотрите все комментарии и отзывы о товаре. Покупайте только на проверенных сайтах. Не оставляйте предоплату по объявлениям о продаже БУ товаров. Еще одна распространенная схема обмана, когда на граждан оформляют заем через микрокредитные организации. Не передавайте личные данные третьим лицам и даже родственникам. Фото, удостоверение личности, банковской карты и ИИН. Если вам звонят из банка и представляются менеджером или сотрудником службы безопасности и сообщают, что по вашей карте производится перевод денежных средств и предлагают сделать это на застрахованный счет, прекратите этот разговор. Незамедлительно позвоните на горячую линию банка и сообщите о ситуации. Ни один сотрудник банка не будет звонить клиенту и интересоваться конфиденциальными данными.